Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока – прием сложения вида 37 плюс 48. Сегодня на уроке научимся выполнять вычисление вида 37 плюс 48 и 37 плюс 35. Моделировать с помощью схематических рисунков и решать текстовые задачи. Выполнять задания творческого и поискового характера. Контролировать и оценивать свою работу и ее результат. Долгожданный дан звонок. Начинается урок. Тут затеи и задачи, игры, шутки – все для вас. Пожелаем вам удачи за работу в добрый час. Телеурок. Давайте вспомним, какие это углы. Прямой, острый и тупой. Правильно. Какие углы в этом четырехугольнике? Прямой, острый, острый, тупой. Назовите номера прямых, острых и тупых углов. Острые: 1, 2, 3, 4. Тупые углы: 5, 6, 7, 8, 9. Прямые углы: 10, 11, 12, 13. Ребята, определите, какие углы в этом четырехугольнике самостоятельно. Увеличьте данные числа на 3 десятка. Проверьте себя. Молодцы, ребята. Решите задачи. Если младенца Костю взвесить вместе с бабушкой, получится 59 килограмм. Если взвесить бабушку без Кости, получится 54 килограмма. Сколько весит Костя без бабушки? 59 минус 54. Угу. Костя поймал 7 рыбок, а Сережа 11 рыбок. На сколько рыбок меньше поймал Костя, чем Сережа? Запишите выражением. 11 минус 7. Расставьте числа в порядке возрастания. Проверьте себя. Молодцы, ребята. Давайте посмотрим на ответы нашего устного счета. 9, 35, 37, 48, 66, 74, 97. Что это за запись? Правильно, это ряд чисел. Что можно сказать о них? Правильно, четные числа, нечетные числа, круглые числа, десятки и числа, имеющие десятки и единицы. Какое число лишнее? 9. Почему? Потому что оно однозначное число. Значит, с какими числами будем работать сегодня? Правильно, с двузначными. Назовите числа, у которых количество единиц больше, чем количество десятков. 35, 37, 48. Правильно. Какие действия можно производить с ними? Действие сложения. Вспомните тему нашего урока, ребята. Прием сложения вида
37 плюс 48 и 37 плюс 35. Решите примеры. 37 плюс 48, 37 плюс 35 в строчку. Объясните решение. Скобка открывается, 37 плюс 48, скобка закрывается, равно. Скобка открывается, 30 плюс 7, скобка закрывается, плюс. Скобка открывается, 40 плюс 8, скобка закрывается, равно. Скобка открывается, 30 плюс 40, скобка закрывается, плюс. Скобка открывается, 7 плюс 8, скобка закрывается. Равно 70 плюс 15 равно 85. 37 плюс 35 равно, скобка открывается, 30 плюс 7, скобка закрывается, плюс, скобка открывается, 30 плюс 5, скобка закрывается, равно, скобка открывается, 30 плюс 30 равно, плюс 7 плюс 5, скобка закрывается, равно 60 плюс 12 равно 72. А сейчас запишите этот пример в столбик. Попытаемся раскрыть секрет записи. Посмотрите. Незнайка решил этот пример так. Правильно ли он решил? Что вы заметили? При сложении единиц получили двузначное число. Можно ли записать под единицами сразу две цифры? Нет, под единицами можно записать только единицы. Как вы предлагаете записать решение? Столбик. Итак, какова наша цель урока? Что же мы будем делать на уроке? Складывать двузначные числа с переходом через десяток. Давайте решим этот пример с помощью графического рисунка. К 3 десяткам 7 единицам прибавить 4 десятка 8 единиц равно 7 десятков. 15 единиц. 1 десяток у числа 15 прибавляем к 7 десяткам. Получаем 8 десятков. 5 единиц. Это число 85. Значит, 37 плюс 48 равно 85. Запишем и решим пример в столбик. 37 плюс 48. Пишу 37 плюс 48. Складываю единицы. 7 плюс 8 равно 15. 15 это 1 десяток и 5 единиц. Пишу под единицами 5. 1 десяток запоминаю и прибавляю к десяткам. Складываю десятки. 3 десятка плюс 4 десятка, да 1, который запоминали, равно 8 десятков. Пишу под десятками. Читаю ответ. 85. Давайте подумаем, какой же способ сложения самый удобный и рациональный. Запись в строчку или графический рисунок или запись в столбик. Правильно, записывать и решать в столбик удобнее. Решим данный пример в столбик. 37 плюс 48, 37 плюс 35. К 7 единицам прибавить 8 единиц будет 15. 5 единиц пишу под единицами, а 1 десяток запоминаю и пишу над десятками. К 3 десяткам прибавить 4 десятка будет
7 десятков. И 1 десяток, который запоминали, получится 8 десятков. Ответ 85. К 7 единицам прибавить 5 единиц будет 12. 2 единицы пишу под единицами, а 1 десяток запоминаю и пишу 1 десяток над десятками. К 3 десяткам прибавить 3 десятка будет 6 десятков. И 1 десяток, который запоминали, получится 7 десятков. Ответ 72. Замечательно, ребята. Посмотрим на памятку. Повторим по памяти. Правильно запишите единицы под единицами, десятки под десятками. Складывайте единицы, пишите под единицами единицы, а 1 десяток прибавляем к десяткам. Складывайте десятки, не забудьте про 1 дополнительный десяток. Пишите под десятками. Прочитайте ответ. Решите примеры и проверьте себя, ребята. Давайте немного отдохнем. Мы растем все выше, выше. Скоро станем выше крыши. 1, 2, потянись. 1, 2, ручки вниз. И красиво ты садись. Ребята, выполните самостоятельную работу по учебнику на странице 12, номер 29. Проверьте себя. Молодцы, ребята. Давайте решим задачу. Посмотрите на рисунок к задаче. Что там нарисовано? Ромашки. Давайте прочитаем задачу. В саду расцвело 23 ромашки. На один букет срезали 7 ромашек, а на другой 9. Сколько ромашек осталось в саду? О чем говорится в задаче? Что нам известно? Сколько всего и сколько срезали? Что нам неизвестно? Сколько осталось? Сможем ли мы сразу ответить на вопрос? Нет. Давайте напишем краткое условие. Расцвело 23 ромашки. На один букет срезали 7 ромашек. На второй букет срезали 9 ромашек. Сколько осталось? Решение. Первое действие. 23 минус 7 равно 16. Второе действие. 16 минус 9 равно 7. Запишите выражение. Скобка открывается. 23 минус 7. Скобка закрывается. Минус 9 равно 7. Ответ. Осталось 7 ромашек. Молодцы, ребята. Найдите периметр треугольника. Стороны треугольника 18 мм, 27 мм, 30 мм. Вспомним формулу нахождения периметра треугольника. А плюс Б плюс С. Складываем в столбик. К 18 прибавить 27. 8 единиц плюс 7 единиц – это 15. 5 единиц записываем под единицами, а 1 десяток запоминаем. К 1 десятку прибавить 2 десятка, и 1 десяток, который запоминали, равно 4 десяткам. Ответ 45. Прибавляем третью сторону треугольника. К 45 прибавим 30. 0 плюс 5
единиц, это получится 5 единиц. К 4 десяткам прибавить 3 десятка равно 7 десяткам. Ответ 75. Логическая задача. Это Нюся, Пушок и Мурка. Нюся и Мурка не полосатые. Справа от Нюси сидит Пушок. Кто есть кто? Первая – Мурка, вторая – Нюся и третий – Пушок. Домашнее задание, ребята. Страница 12, номер 6 в учебнике. Страница 12, номер 30 в рабочей тетради. Ребята, давайте закончим данные предложения. На сегодняшнем уроке я узнал. На этом уроке я похвалил бы себя за. После урока мне захотелось. Сегодня я сумел. На сегодня все, ребята. Все молодцы, все хорошо поработали. Спасибо всем за урок.